Центра социально-экономических исследований Илона Мерцхулава. Мы подробно поговорили с ней о теме демографии, о том, какой опыт России можно было бы перенять Абхазии. Добрый день еще раз. Прежде чем начать говорить о сущности проблемы, разрешите мне поздравить Россию и весь народ Российской Федерации с Днем Конституции. Об этом тоже мы сегодня говорили на видеоконференции. И пожелать всем стабильности, крепкого здоровья и мирного неба. Действительно, по инициативе общественных палат Российской Федерации, точнее профильных комитетов или комиссий, была организована сегодня видеоконференция. Скажу, что это, скажем так, была предварительная встреча, потому что тема, которую обсуждали сегодня и планируется обсуждать в перспективе, она такая очень актуальная, значимая, весомая. То есть это была такая первая встреча в таком формате, где, в принципе, были обозначены ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества. Вы знаете, к видеоконференции подключилась еще и Общественная палата Саха-Якутии и представители других общественных палат регионов России. К сожалению, не могу сейчас вспомнить имена, фамилии, надеюсь, меня коллеги простят. Но, знаете, получился очень такой предварительный, обстоятельный разговор, и намечены были планы на дальнейшую такую конструктивную работу, опять же, на площадке общественных палат. Центр социально-экономических исследований был представлен в виде гостей. Конечно, с нашей стороны прозвучали некоторые аналитические данные, некоторые выводы, касаемые демографического положения нашей страны. Со стороны представителей Общественной палаты Российской Федерации мы также для себя отметили очень большую, колоссальную работу, которую ведет этот комитет в рамках своей деятельности. Среди направлений, которыми они занимаются, можно в частности отметить, это подготовка общественной экспертизы, и каких-то проектов, законодательных актов перед тем, как, такие документы поступают уже в более высокие структуры, в ту же самую Государственную Думу. Это подготовка рекомендаций, которая выносится на голосование, и при общей поддержке затем идет тоже в высшие структуры. То есть было понятно, что работа, которую проводит комитет по демографии, она очень важная, колоссальная, и она берется за основу в принятии серьезных решений, дальнейших решений, которыми уже руководствуются органы исполнительной и законодательной власти. По содержанию, коротко, Илона Валерьевна. Если есть у вас какие-то еще вопросы более точные, детальные, то можно Да, обсудить. конечно, опыт России. Шла речь о том, что готовы перенять российский опыт. Помимо того, что все какие-то документы, которые потом превращаются в какие-то нормативные акты или законы, они должны какую-то проверку, апробацию, обсуждение проходить где-то в каких-то институтах, научных кругах. Об этом тоже вы как раз говорите, но про семейные ценности, содержание этих документов, как это сделать, чем наполнять эти документы, каким содержанием? Что интересного на этот счет вы услышали? Вы знаете, действительно, проблемы, которые существуют в отношении демографического состояния, они, мы немножко даже так вздохнули, потому что они не только в нашей стране, так ощутимы, как мы это понимаем, но эти же проблемы звучат и в Российской Федерации, и в регионах России, и во многих других странах. То есть проблема демографии, демографического развития, она не нова. Другое дело, что для нас демографическая ситуация стала, пожалуй, таким самым уязвимым местом в современной Абхазии, потому что, например, такие проблемы, как низкие показатели рождаемости, высокие показатели смертности, ухудшение репродуктивного здоровья женщин, а также здоровья, соответственно, новорожденных,
отток молодежи из сел и старение сельского населения, высокая доля мужчин и женщин репродуктивного возраста, не создавших семьи. То есть это проблемы, знаете, не только нашего общества, но это, мы так поняли, что это проблемы такого общемирового характера. Более того, для нас, стали также интересны некоторые данные о том, что проблема сохранения семьи и семейных ценностей, она также остро стоит и в России. Сегодня, несмотря на наш менталитет, на нашу какую-то культурную основу, да, мы тоже погружаемся в вот эту проблему, потому что у нас становится очень большое количество разводов по сравнению там с количеством новых создаваемых семей. Вот в этом плане в Российской Федерации существуют уже такие, скажем, пусть даже не нормативного характера, но принципиально общественного характера документы, которые нацелены на такие ценности, как сохранение брака, забота о детях, многодетность, почитание родителей, уважение к старшим, преемственность поколений, высокие нравственные идеалы. Вот все эти вещи озвучивались представителями, общественной палаты. И, вы знаете, очень было полезно для нас услышать вот те новые формы и, предложения, которые разрабатываются вот в рамках общественной палаты и, соответственно, в других структурах тоже. То есть сохранение семьи, семейная медиация, различные межрегиональные проекты имеют такое, знаете, очень актуальное значение. В частности, например, скажем, такой посыл или такие проекты, как, сертификат на бесплатное медицинское обслуживание молодым семьям. Вы знаете, вот после встречи мы обсуждали с коллегами, насколько это интересная идея и как хорошо было бы реализовать ее на, нашем уровне. Причем, знаете, дело ведь не в том, чтобы просто иметь какие-то количественные показатели. Главное иметь качественные показатели для того, чтобы мы имели какой-то успех, перспективу на будущее. Поэтому вот для того, чтобы выйти даже на какие-то показатели расширенного воспроизводства населения, безусловно, нужно вот такой опыт перенимать, использовать. Вот второе направление, которое, как мне кажется, прозвучало из уст наших коллег и очень тоже важное для нас, это жилищная поддержка. Причем акцент делается не на поддержке при помощи ипотечного кредитования, а другие формы, нахождение других форм жилищной поддержки, прежде всего для многодетных семей. То есть акцент делается, знаете, на многодетность и социальную поддержку именно многодетным семьям, а меры социальной политики должны быть, по их мнению, основаны на принципе нуждаемости. Не просто статично там для второго, третьего и так далее, а именно на принципе нуждаемости. То есть те, кто не может себе позволить, то именно этим категориям? Да, именно этим категориям. И еще один такой момент, на который обратили внимание все, и в том числе, знаете, такой идет посыл для того, чтобы решать проблемы демографического развития, не нужно акцентировать внимание на проблемах в области экономики, а необходима популяризация многодетности, популяризация рождаемости через культуру, через образование, через идеологическую работу, информационную работу. Конечно, очень трудно на практике принять и осознать это, но в этом есть, наверное, какое-то рациональное зерно. И еще один момент, который прозвучал из уст наших коллег, и, кстати, в этом плане мы могли бы, наверное, очень тесно взаимодействовать, это организация семейного и детского отдыха для многодетных семей. Мне кажется, в этом плане мы могли бы очень активно взаимодействовать и
были бы очень интересные проекты. Ну, вообще, исследователи проблем демографии из разных стран, многие из них склоняются к тому, что главная причина – это то, что женщина становится более независимой экономически, начинает работать, и меньше есть желание вот именно заводить детей. Если есть один ребенок, то, слава богу, 2 – это уже становится вот такой вот редкостью, и уже говорить о многодетности не приходится. Это вот как бы такая общемировая практика, и самая высокая рождаемость там, где уровень жизни низкий. Мы же это видим по странам, по бедным странам. Вот как с этим быть? С одной стороны, многодетные семьи говорят, что важно, да, чтобы была такая поддержка, экономическая какая-то подушка. И молодые люди, вступающие в брак, тоже говорят, что они хотели бы завести детей, если бы там было бы жилье и так далее, и так далее. Ну вот как бы общемировые тенденции показывают, в таких свободных демократических странах, где нет вот такой религиозной основы, они там работающие женщины и так далее, и как бы меньше хотят заводить детей, уходить в декрет. Вы знаете, да, действительно так, это тоже сегодня обсуждалось, потому что мы такую тенденцию прослеживаем и в нашей стране тоже. Сегодня молодая женщина ставит перед собой задачу получить образование, затем, построить себе карьеру, и потом уже думаю там о создании семьи и так далее, да. Но одно другому, наверное, не мешает. Вы знаете, для меня вот таким очень хорошим посылом стало участие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в понедельник, да, или даже не участие, а под его руководством проходило совещание по стратегическому развитию и национальным проектам, где он проблемой номер 1 озвучил как раз-таки, проблему демографии и поручил правительству подготовить ряд комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции. В то же время он делает акцент на то, что молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, они должны претендовать на высокий уровень дохода, должны создаваться условия для того, чтобы молодая мама имела возможность продолжать работать, чтобы она не теряла свои квалификационные навыки там, в период пребывания в декретном отпуске. То есть для этого создаются определенные условия. И, кстати, звучала такая программа, которая сегодня тоже работает в Российской Федерации, это программа «Социальные няни». То есть имеющие определенный сертификат, вот эти социальные няни помогают как раз в этом направлении для того, чтобы совместить, работу и, скажем, какие-то домашние обязанности. Это тоже очень хорошая идея, очень интересная идея. Но у нас проблема стоит еще и в другом. Мы, к большому сожалению, последнее время наблюдаем такую тенденцию, когда сельское население покидает, свои села, с одной стороны, а с другой стороны мы имеем проблему наличие большого количества людей репродуктивного возраста, не создавших семью. В частности, например, это вот мужчины в возрасте не до, а после уже 26 лет и более, проживающие в сельской местности и не вступившие в брак. Вы знаете, мы оперируем не только данными официальной статистики. К счастью, мы сотрудничаем еще и с главами администрации сел, с директорами школы. И вот непосредственно от них мы получили интересную информацию. Буквально 2 года назад на своей площадке в ЦСТИ мы проводили круглый стол по вопросам демографической безопасности. И вот получили такие данные. В 10 селах Абхазии количество молодых людей, мужчин, свыше 26 лет, не создавших семьи,
1008 человек. Это 10 сел, представляете? Большая Если цифра. экстраполировать все, значит, эти данные на все села республики, то их количество может варьироваться от 4 до 5 тысяч человек. Это, во-первых, наш демографический потенциал, это наша ущербность, и это наше, даже с минусом можно сказать, простое воспроизводство. Поэтому в этом направлении, конечно же, нам нужно работать серьезнейшим образом, проводить научные исследования и консолидированно подходить вот в изучении к этому вопросу. Знаете, Олег Несторович, наш руководитель, сегодня тоже сказал такую очень, знаете, важную вещь, что кавалерийским наскоком проблему демографии в Абхазии решить невозможно. Ее было невозможно ее решить ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Поэтому необходимо объединение научного сообщества и создание, наверное, какого-то общего единого научного центра именно в подготовке вот такого рода мероприятий. Более того, на сегодня мы тоже также узнали информацию о том, что Общественная палата планирует в первой декаде 2026 года провести всенародный форум, на котором будут, значит, озвучивать, представлены, да, и такие вопросы, как демографические проблемы, значит, проблемы социально-экономического развития и реформирование органов власти и управления. И вот очень надеемся на то, что и на форуме будут выработаны какие-то конструктивные предложения, которые могут лечь в основу уже фундаментальных государственных документов на перспективу на будущее. Более того, 26 декабря, насколько мы знаем, наш президент будет делать обращение, послание к парламенту, Народному собранию Республики Абхазия, и наверняка он тоже будет говорить там об этих проблемах, по крайней мере, о постановке и то, что как с этим бороться или как решить эти проблемы, наверняка мы из его уст это тоже услышим. Илона Валерьевна, но упирается все, конечно, в финансовые возможности страны. Даже богатые страны, которые когда-то сокращали рождаемость, потому вот, например, если Китай привести в пример, сейчас сталкивается с проблемой, потому что темпы роста экономики и темпы рождаемости в будущем не соответствуют. В общем, это проблема для таких крупных, в том числе стран, у которых есть ресурсы. А что делать нам, Абхазии, в этих условиях? Что мы можем? Да, мы выработаем стратегию, мы создадим какой-то документ, но без какой-то финансовой поддержки этого документа сложно будет эти задачи реализовать. Где найти эти резервы? Да, Нала, вы правильно говорите. Смотрите, в последние годы мы же наблюдаем с вами такую тенденцию. Экономика Абхазии растет. Вот в 2024 году у нас ВВП уже 88 миллиардов рублей. Это значительный прорыв, рывок, можно сказать, в таком социально-экономическом развитии. Мы также наблюдаем данные Министерства социального обеспечения о том, что на каждого последующего ребенка уже будут выплаты 200-300 тысяч рублей. Единоразовое пособие ежегодное увеличилось до 27 тысяч рублей. Многодетные семьи, пособие многодетным семьям с 3 до 6 тысяч рублей. Конечно, это не те цифры, которые хотели бы мы с вами слышать и хотели бы, чтобы наши многодетные семьи получали. Но это какой-то поступательный развитие, это какой-то маленький, может, шажок вперед, но, конечно, в этом плане нужно работать. Никто нам не поможет, если не поможем сами мы себе. Хотя бы, да, как вот выше я говорила, скажем, получить новое созданное семье сертификат на бесплатное медицинское обслуживание, до рождения этого ребенка мы же можем организовать. Для этого, по-моему, не нужно каких-то больших денег. Система Министерства здравоохранения, я уверена, может освоить эти показатели, эти цифры, по крайней мере. Точно так же большая работа проводится по линии Министерства социального обеспечения и демографической политики. Мы знаем, что из фонда репатриации сейчас выделяются некоторые средства на
Программу процедуру ЭКО для, значит, семей. Вот, какие-то шаги в этом направлении, конечно, делаются. Хочется, чтобы было лучше, но что имеем, то имеем. По поводу программы ЭКО, да, действительно, это очень интересная программа, причем возможность получения этого гранта или поддержки, как правильно это назвать, участвовать в этой программе могут даже одинокие люди и одинокие женщины. Вот это очень важно. Хорошо напомнили про гранты, знаете. Я назвала грантами, но участие в программе. Как? Участие в программе. Да, более того, сегодня для Абхазии открыты очень большие финансовые возможности по линии грантовских программ получать какую-то поддержку. Мы с вами знаем, да, что буквально недавно были озвучены победители, значит, программы грантов президента России «Созидатели Абхазии». Сейчас не могу сказать, что это какие-то точечные проекты, в которых непосредственно нуждается и население Абхазии, и какие-то сообщества. Но, тем не менее, сегодня получается, что для Абхазии открыты хорошие перспективы, и хотя бы в рамках каких-то научно-образовательных программ, поддержки развития спорта, поддержки развития молодежи, то есть есть возможность получать такую финансовую поддержку для того, чтобы реализовывать какие-то проекты. Поэтому это тоже очень серьезное подспорье, очень хорошая программа, и даже мы подумываем о том, чтобы принять участие в написании проекта на поддержку фонда президентских грантов. То есть сейчас какие-то механизмы появляются, да, возможности финансовые, но в целом поменять систему мышления людей, отношения вообще к институту брака. Мы же видим, что и количество разводов по данным социологов, да, увеличивается. Людей, которые изучают эту проблему, количество разводов увеличивается. И людей, как вы сказали, не вступающих в брак, тоже большое количество. При этом мы знаем, что есть провалы, которые в связи с Отечественной войной народа Абхазии, это поколение, которое мы потеряли во время войны, это тоже мы ощущаем сейчас. Что с этим делать? Более того, я добавлю, даже запретные механизмы по абортам, они тоже не принесли определенного эффекта, да, то есть какие-то механизмы были, но в любом случае проблемы существуют. Конечно, вы совершенно правы, что отмечаете, замечаете эти провалы, можно сказать, но все нужно решать поступательно. Какие механизмы еще можно задействовать? Вы упомянули про то, что надо создавать образ людей, положительный образ многодетной семьи. Над этим образом надо работать может быть, через каких-то, не знаю, известных людей, пропагандировать этот образ многодетной семьи. В этом плане у нас вообще, вы замечаете, что такая работа и с нашей стороны, со стороны СМИ ведется? Есть или не хватает? Что такая работа ведется, не замечаем. Поэтому, конечно же, просвещением обязательно нужно заниматься. Более того, проблемы, которые существуют в нашем обществе, они не только связаны с малодетностью семей, но у нас есть большое количество других проблем, которые связаны с низкой рождаемостью или с высоким уровнем смертности. Это и дорожно-транспортные происшествия. Это, необходимо находить уже механизмы противодействия производству и обороту наркотических средств, то есть ужесточить контроль и, ответственность за нелегальное распространение, этих вещей. Мы должны налаживать и совершенствовать материально-техническое кадровое обеспечение вообще службы материнства и детства в соответствии с теми современными стандартами, которые существуют в системе здравоохранения, в системе социального обеспечения.
мы должны обеспечить доступ к высокому уровню медицинского обслуживания. Все это нужно, знаете, так консолидированно прописывать прежде всего в базовых документах, а потом приступать к реализации. Знаете, без вот такого программно-целевого подхода вряд ли нам что-то удастся сделать. Поэтому, несмотря на наши ограниченные финансовые возможности, мы должны иметь прежде всего такое экономическое обоснование для того, чтобы приступать к реализации этих проектов. Там, оказывать адресную поддержку семьям, дополнительную поддержку многодетным семьям. То есть нужен документ, и с этого уже начинать отсчет и думать о том, как реализовать и какие шаги. Илона Валерьевна, большое вам спасибо. Будем надеяться, что такой документ в ближайшее время появится, и на его основе мы уже будем двигаться вперед, и рождаемость действительно будет расти. Такой первый старт, такой гласный, можно сказать, старт дала вот Общественная палата сегодня, и очень, очень надеемся на то, что такая работа на их площадке будет продолжена, а мы, со своей стороны, чем можем, тем поможем, как говорится. Спасибо вам, спасибо. Напомню нашим слушателям, это была экономист Центра социально-экономических исследований Илона Мерцхулава. Мы говорили о проблеме рождаемости